то утро жителей многоэтажки в 6-м квартале жилмассива Чиланзар разбудил визг бензопил. Выглянув в окно, даже не сразу поверили. От многолетней чинаровой рощи, в которой многие гуляли еще детьми, уже почти ничего не осталось. В считанные часы территорию обнесли забором, и рабочие начали заносить стройматериалы. Так жители района узнали, что на месте сквера будет многоэтажная автостоянка и еще 2 жилых дома. Люди сначала бросились останавливать рабочих. Потом побежали в местный махалийский комитет. Оказалось, судьба деревьев и земли под ними была решена уже давно. Летом они приходили, мы тогда отказ сделали. Никого не оповещали, Вот с лета ничего не делали, сидели с лета. А если вы протестуете через суд, пожалуйста, надо они же все спилили, там какой суд? Ничего не осталось. Вы там ничего не осталось. быстрее делаете. Но быстрее, чем у вырубщиков, у ташкентцев не получается. Деревья массово начали рубить еще в 2009 году. Первыми легли чинары в самом сердце города, знаменитом Ташкентском сквере. С новой силой рабочие взялись за пилы в 2016 году. В январе вырубили чинары на проспекте Мустакилик, в части так называемой президентской трассы. Видимо, первому лицу надоело смотреть из окон машины на символ Востока. Теперь на месте раскидистых деревьев чахлые елочки. К местной жаре они совсем не приспособлены. Чего уж говорить о людях, лишенных спасительной тени. И вот сейчас наступит жара. И рядом стоят современные у нас здания. Возле этих зданий вообще будет невозможно дышать. Деревья рубят по всей стране. Добрались даже до кладбищ. Не помогают ни петиции против вырубки деревьев, ни обращения в Кабмин Узбекистана. На улицах продолжают оголяться красные, будто в крови, корни чинар. Они, кстати, очень ценятся у производителей паркета, а стволы многолетних деревьев с удовольствием и задорого купит любой производитель мебели. Возможно, поэтому все чинары в стране вдруг оказались больными и подлежащими вырубке. А на освободившейся земле можно еще столько стоянок построить.